Biz çıkıp gittik ulardan, Allah rıza bulsun için. Kafirlerge karşı basıp, cirini suğuşup alırgan. Давайте, бисмилля, заходите. Садитесь. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Allahümme salli ala nebiyyina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Ассаламу алейкум ва Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату, дорогие братья-мусульмане. Меня зовут Абдуль-Хай. Сам я родом из села Белозерье. Альхамдулилля. С давних времен в нашем селе было 3 мечети, еще до прихода коммунистов. Но когда они пришли, то разрушили 2 мечети, а позже из 3-й сделали клуб отдыха. Даже несмотря на это, наши бабушки и дедушки не оставили религию, по милости Аллаха. И хвала Аллаху совершали 5-кратный намаз, читали Коран, держали пост в месяц Рамадан, совершали 2 праздничные молитвы. И старый и млад все вместе участвовали в религиозных обрядах. И вот, спустя несколько десятков лет, с помощью Аллаха, в 1989 году мы смогли построить первую мечеть в нашем селе. С тех пор жители села начали приходить в мечеть. И пожилые, и молодые посещали ее. Читали в ней таравих намазы. Спустя некоторое время Аллах открыл сердце и остальным жителям. Они тоже начали совершать 5-кратный намаз. Когда построили эту мечеть, я очень обрадовался. Мое сердце начало тянуться в ее сторону. И немедля я начал ходить туда, где начал изучать религию Аллаха, альхамдулилля. Да будет милость Аллаха нашим отцам, которые сохранили для нас религию Аллаха. После того, как я немного приобрел религиозные знания в той мечети, меня поставили имамом в другой мечети. В общем, я был имамом около 4 лет. Делился своими знаниями, давал уроки. Альхамдулилля, жители тоже с охотой посещали эти занятия. Потом Аллах Всевышний направил меня на путь хиджры и джихада. Мое сердце укрепилось на этом пути. Причиной моего направления на путь хиджры и джихада стал шейх Абдулла Азам, рахимахуллах. Пусть Аллах примет его шахаду. Я часто слушал его записи, смотрел видеоуроки. Так я заинтересовался событиями в Афганистане, читал новости, видел трудное положение наших братьев там. Войско и слуги Иблиса под названием США делали много зульма нашим братьям и сестрам. Бросали их в тюрьмы и убивали их как могли. Скидывали на головы маленьких детей свои бомбы. Тогда мое сердце не выдержало этого, и я решил уехать в Афганистан делать джихад. Будучи в Афганистане, мы совершали джихад по мере своих сил и возможностей, альхамдулилля. По милости и с помощью Аллаха неверные не смогли сломить и победить мусульман Афганистана. Аллах Всевышний одарил победой мусульман. Этот аят оставил большой след в моем сердце, и после его прочтения я решил сделать хиджру в Афганистан. В суре «Женщины» в 97-м аяте Аллах Всевышний говорит: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. Я подробно изучил этот аят, прочитал его переводы и толкования ученых. Он оказал огромное влияние на меня, и я переселился в Афганистан. В общей сложности в Афганистане мы пробыли более 4 лет. Держали рибаты, совершали военные операции, вели обстрел военных баз войск Иблиса с минометов, ракетами и из всех имеющихся крупнокалиберных орудий. Практически все снаряды попадали, поэтому в рядах неверных было очень много потерь.
тогда как среди муджахидов было мало раненых. Пока я вел джихад в Хорасане, видел много чудес и знамений от Аллаха, будь это во время рибата или же во время операции. И сколько бы ни стреляли нам в ответ войска неверующих из всех своих орудий, даже вели огонь из вертолетов, ни одна пуля или осколок не попадали. Почему? Потому что Аллах Всевышний нас сохранял и оберегал. Он дал нам душу, и только Он может ее забрать, никто другой. Сколько бы неверующие не пытались убить всех мусульман, сколько бы они ни старались, не тратили огромные деньги и тонны бомб, все происходит только по предопределению Аллаха и Его воле. Это наше вероубеждение. На этом убеждении мы вышли на джихад, и на нем мы его продолжаем. Да, мы видели много чудес и знамений. Мы полагались только на Аллаха, и Он нас оберегал. Если твое время еще не пришло, то ты не уйдешь. Об этом говорится в Коране. А сейчас мы покажем вам плодовые сады на землях Шама, иншаллах. Пойдемте прогуляемся немного. Biz çıkıp gittik ulardan, Allah rıza bulsun için. Kafirlerge karşı basıp, cirini sulgaşıp alırgan. Biz çıkıp gittik ulardan, Allah rıza bulsun için. Kafirlerge karşı basıp, cirini sulgaşıp alırgan. Biz çıkıp gittik ulardan, Allah rıza bulsun için. Машаллах, альхамдулилля. Посмотрите, как Аллах вырастил это гранатовое дерево. Мы сейчас на землях Шама. Многие братья задаются вопросом, как вы оказались на землях Шама? Сначала мы были в Хорасане, это Афганистан. Там вели джихад против войск Иблиса. Все знают, что на Афганистан набросились войска Иблиса со всего мира, с каждого его уголка, чтобы уничтожить мусульман. Но никто не смог одолеть мусульман Афганистана. Ни Америка, ни Россия, ни НАТО. Аллах был на стороне мусульман и был их покровителем. Все задаются вопросом, почему вы переехали в Шам, оставив Афганистан? Ведь там тоже идет джихад. Мы были на связи с нашими братьями в Шаме. Много с ними общались, много смотрели видео о Шаме, читали много новостей. И узнали, что наши братья и сестры в Шаме подвергаются насилию и несправедливости со стороны армии Башара и еще одного войска Иблиса. Узнав все это, сердца многих братьев не выдержали, и мы переехали из Афганистана в Шам. По милости Аллаха, мы приехали сюда. Муджахиды освободили многие территории и районы от армии Иблиса. Сейчас мы живем здесь, альхамдулилля, среди вот этих садов. Здесь много фруктов и ягод. Есть школы, мадресе, альхамдулилля. У нас есть все. Продолжаем свой джихад. Защищаем жизнь и честь мусульман. Держим рибаты, совершаем военные операции. Альхамдулилля. Мы живем с намерением освободить из тюрем неверующих всех перетесненных братьев и сестер и уничтожить все войска Иблиса. Наша диаспора с каждым днем становится все больше, альхамдулилля. Мы не только расширяемся, но и идем вперед. Развиваемся, помогаем друг другу, каждый по мере своих сил и возможностей. Альхамдулилля. В суре Тауба, в 60-м аяте, Аллах Всевышний приказывает всем мусульманам расходовать на его пути.
İnşallah siz de Вы тоже можете получить большую награду, иншаллах. siz de inşallah Вы не думайте, что здесь татары разбросаны и разобщены. Нет, мы собраны и держимся вместе. birinciden az kişimiz idi. Вначале нас было мало, но потом начали собираться. Küçük kişiler de ete что Многие люди признают, что они думали, что татар здесь очень мало. elhamdülillah Но сейчас говорят, что наши татары выходят и оттуда, и отсюда. Kürt Tatarlarımız girdi elhamdülillah. Многие собрались, альхамдулилля. Şimdi bu Иншаллах, мы и в дальнейшем будем поддерживать и развивать нашу диаспору. İnşallah siz de Вы тоже не оставайтесь в стороне и будьте вместе с нами. inşallah birgeler Будем помогать религии Аллаха всей нашей дружной общиной, иншаллах. Rabbil alemin. Allahümme salli ala nebiyyina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Allah yoluna kiterge.